Всем привет! Сегодня я расскажу, как на Nokia 5530 можно работать с текстовыми документами. Итак, самая первая и простая функция, которая уже зашита изначально в телефон, это вкладка «Заметки». Вот мы здесь можем выбирать заметками, вот выбираем в разработке, где я записываю даты выхода игр и все такое. Правда, сразу уже ошибочка есть. Но это не суть важно. Главное, что мы можем взять и, например, напечатать новое что-то, как раньше, вставить символ какой-то или воспользоваться, естественно, QWERTY клавиатурой. Так, видите, она вращается. Также можем воспользоваться функциями редактирования, язык ввода. Например, выделить вот это все, что я написал. Вот я выделил все, что написал. И функции редактирования и вырезать. И вот все вырезано. И то есть и потом вставить в другое место. То есть какие-то базовые функции редактирования здесь присутствуют. Но если нам этого недостаточно, то мы можем воспользоваться продвинутой программой. Например, Office Suite. Сразу хочу сказать, что программа платная. Это пробная версия. Цена у нее 20 евро, но если, может быть, для России дешевле, я точно не знаю. Просто установил ее, чтобы продемонстрировать. Но если, конечно, вам нужна работа с офисными документами, то вы, естественно, воспользуйтесь ей. Итак, берем параметры, продолжить. И вот в папке входящие у меня есть тоже этот документ в разработке. Вот открывается файл. Мы видим то же самое. Можно менять масштаб на 200%. Вот ставим, к примеру. То есть вот тоже можно работать. В параметрах можно вставить, ну, естественно, сохранить. И также, войдя в режим редактирования, вот я вошел, в параметрах можно, ну, естественно, тоже копировать, выделять. Также можно вставить, например, таблицу. Ну, то есть все как примерно в этом. Вот таблица вставленная. И можем там что-то тоже написать. Ну, в общем, все примерно как в Word. То есть можно редактировать документы. И давайте тогда поговорим, наверное, не сохранять файл. Давайте тогда, наверное, поговорим еще и о том, что вот можно создать новый документ, например, таблицу Excel. Она здесь помечена как лист. Открывается таблица Excel. Вот здесь мы видим поле ввода. Можем вводить тоже параметры. Так же, как в обычном Word. Можем в параметрах вот здесь выбрать, вот, например, редактировать то же самое, вставить функцию, столбец, диаграмму, комментарий, все то есть то же самое, и, например, вставив функцию, тут тоже нам доступны математические всевозможные эти функции, то есть все то же самое, что и на настольной версии Excel. Я, правда, Excel не пользуюсь, он мне не нужен, но, в общем, вы видите, что все, в принципе, есть. То есть этот телефон может стать и офисным таким прекрасным дополнением к офисному компьютеру и позволять редактировать или просматривать документы на нем. Я думаю, на этом с работой с документами, наверное, все. Всем пока.